Бисмилляхи-рахмани-рахим. Всем доброго времени суток. Меня зовут Тимур. Это арабский язык. Хотелось бы с вами вместе кому-то вспомнить, а кому-то обучиться с нуля арабскому языку. В интернете очень много об этом роликов, информации, поэтому не буду слишком сильно загружать вас алфавитом, гласными буквами, согласными. Просто начнем с самой первой буквы. Это буква алиф. Пишется она, то есть буква у нас сегодня называется алиф. Это название буквы. Пишется она следующим образом. Если вот, допустим, здесь у нас идет строка, нижняя часть строки, то пишется она обычно вот так вот. То есть как обычная палочка. Сверху вниз. Сверху вниз. Сверху вниз. Вообще, при изучении арабского языка важно знать написание букв как в начале слова, в середине и в конце. Вот это, то, что мы сейчас с вами записали, эта буква пишется отдельно. То есть она вот как без всяких... То есть буква пишется отдельно вот в форме такой палочки. Когда же в слове вы пишете букву, уже какое-нибудь слово, то буква алиф, она также пишется отдельно. Вот. То есть она ни к какой букве не присоединяется никак. Теперь, если буква алиф у вас идет в середине слова, то она пишется уже вот таким образом. То есть, допустим, вот здесь идет какая-то буква, и вот здесь уже идет буква алиф. Запоминаем вот это написание в середине слова. Снизу вверх. Снизу вверх. Вот так вот. Это у нас идет буква алиф в середине. В середине. Если вы хотите, если у вас буква алиф приходится на конец слова, самая последняя буква, то она пишется абсолютно так же, без изменений. Вот она в последнем слове. Пишется она вот так вот. То есть вот это у нас с вами буква алиф. Вот она, палочка. Вообще произношение ее будет правильным. Это, конечно, есть аналог в татарском языке. Пишется вот так. Произносится как алиф. Не а, а алиф. Само произношение буквы будет а сама буква называется алиф. Итак, повторяем вкратце. Это у нас будет буква отдельно пишется. Это пишется она в начале слова. Тоже так же. Это в середине, а это в конце. Вот здесь можно записать. В конце, в середине. Это в начале. Вот такой вот коротенький урок. Всем спасибо.